Март, привет. Ты не забыла? Про нашу репетицию, да? Прямо сейчас? А ты можешь прямо сейчас? Варь, извини, сейчас никак. Вот если Глеб примет сегодня наш номер, то… Не если, а когда. Когда Глеб примет ваш номер, ты начнешь со мной заниматься, да? Не переживай, у вас все получится. Спасибо. Ну, как вчера прошло? Ну, как вчера все было? Ты о чем? Ну, как о чем? О твоем свидании с Аллочкой. Да при чем тут свидание? Просто прогулялись, вспоминали старые времена. Сын, это и называется свидание. Ну-ну, что дальше? Дальше у нас прогон, мама, если ты не забыла. Ну, Влад, конечно, не забыла. Я обязательно приду тебя поддержать. Клево? Во сколько прогон? В 3? Угу, в 3. И тебе, Лара, доброе утро. Посмотрим, насколько оно будет добрым. Глеб, номер принимать нельзя. То есть как? Ну так нельзя, и все. Марта должна уйти из цирка, я настаиваю. Лариса Илларионовна, а не кажется тебе, что в последнее время ты очень часто на чем-то настаиваешь? Причем в совершенно недопустимом тоне. Тебе не нравится мой тон? Мало того, что моя карьера рухнула в пропасть, так теперь ты ставишь под угрозу карьеру моего сына? Я? Я понимаю, ты за счет сына пытаешься реализовать собственные мечты. Не тебе рассуждать о моих мечтах. Ну, хорошо. Допустим, у тебя личный мотив. Ну, допустим, я снова пойду тебе навстречу и уволю Марту. Что дальше? Номер мне нужен уже сейчас. И тебе, полагаю, тоже. У тебя есть замена? Я найду замену. Тихо. Ну, хватит уже, все нормально. Так, я тебя не учу под куполом кувыркаться, и ты меня не учи управляться с костюмом. 20 лет это делаю. Так. Угу, давай. Фух, ну, вроде бы все. Мам, мне страшно. Это нормально. Главное, чтобы никто этого не заметил. Все будет хорошо. Хорошо. Ладно, пойду. Да не суетись ты, Влад. Что с тобой такое? Тебя первый раз таким вижу. У тебя какой-то первый прогон. У меня это как раз не первый. Ты за Март, что ли, беспокоишься? Да брось ты, она справится. Ну, конечно. Тебе ли не знать? Ты ведь теперь у нас большой эксперт по психологической подготовке неопытных гимнасток, да? Это ты о чем сейчас? Неважно. А что, если она поймает мандраж и начнет лажать? Ее драгоценное тело снова откажется ей подчиняться. За ее тело можешь не беспокоиться. Даже так. Ну, Макс, я смотрю, ты у нас времени зря не теряешь. Я с виду такой тихоня.
Старик, я что-то тебя сегодня совсем перестал понимать. Нам пора. Что, в вип-зону вместо тебя ассистентку взяли? Да мне и тут нормально. Просто отсюда лучше видно. Если ты боишься, то лучше вообще не начинать. Я не боюсь. Влад, ты сам-то вообще как? Нормально. Нет, ну это никуда не годится. Нервно, не точно. Понимаете, нет легкости. Технический номер есть, но в Херсоне на погрузке арбузов народ работает веселее. Они, заметьте, работают не на публику. Ну, я не знаю, возможно, нужно больше поработать над взаимодействием. Возможно, дело в неопытности Марты. Ну что, Глеб Аркадьевич, ищем новую напарницу? Возможно. Глеб Аркадьевич, ну вы же знаете нашу ситуацию. Так, все. Влад, на 2 слова. Макс,
правда из-за меня? Я думаю, что да, Марта. Только я еще не окончательно разобрался, в чем именно ты виновата. Теперь объясни мне, что это было? Ты все это нарочно сделал? Я не знаю, я не могу нормально работать. Это из-за Марты все. Только слепой мог не увидеть, что слабым звеном был ты, а не Марта. Я понимаю, я и не это хотел сказать. А теперь послушай, что я тебе хочу сказать. Ты подставил не Марту. Ты подставил свой номер. И да, я знаю, что все это из-за нее. Эта девица не дает тебе работать в полную силу. Мама, а что ты от меня хочешь? Все идет так, как ты хотела. Глеб во всем обвинит Марту. Ее теперь выгонят из цирка, и ты найдешь там новую напарницу. Очень сомневаюсь. Новую напарницу я найду. Но не факт, что мы избавимся от старой. Хорошо. Пап, а что ты тут делаешь? Ну, вообще-то я здесь работаю. Ой, прости, глупость сказала. Я знал, что ты будешь здесь. Ты еще в детстве, когда тебя кто-то обижал, всегда сюда прибегала. Папа, они все решили, что это из-за меня. Но я ведь все правильно делала. Ты же видел? Видел. Но я не спец в ваших воздушных делах. И вообще, кто это они все? Ну, Глеб сказал, что это все из-за моей неопытности, а Макс думает тоже, что я виновата. Это он сам тебе сказал? Он сказал, что причина во мне. Умный мальчик. Он тебе нравится? Макс? А что? Пап, я не знаю, что мне делать. Я не хочу уходить. Ты, дочь, решай. Или романтика, или работа. Иначе будут проблемы. А уходить ты не обязана. Ну как? Глеб же сказал, что... Что он сказал? Он сказал на кислород. Что? Когда Глеб кого-то увольняет, он говорит на кислород. Ну, это как бы приговор у него такой фирменный. Здесь такое услышать каждый боится. А если не сказал? Он может тебя матом покрыть по самую холку, но если не сказал на кислород, значит, жить будешь. То есть все можно исправить? Спасибо, пап. Ладно, я пойду переоденусь, хорошо? Спасибо. Все еще можно исправить. Наверное. Ты думаешь, я в это поверю? Влад, я тебя 3 года знаю. Ты умеешь справляться с нервами. И что бы ты ни говорил, я уверен, что ты подставил Марту сознательно. Ну да, конечно. Глеб тоже не баран, знаешь? Я не понимаю, почему он отыгрался на Марте, а не на мне. Серьезно? Ты не понимаешь? Значит, ты и есть самый настоящий баран. Я не знаю, чем Марта не угодила твоей разлюбезной мамаше, но уверен, что без нее здесь тоже не обошлось. Значит так, маму мою не трогай, понял? Это раз. А во-вторых, я Марту не подставлял и никогда не подставлю. Потому что она мне нужна. Ну, в смысле, она нам нужна. Влад, тебе нужен только ты. А если тебе и нужна Марта, то явно не как гимнастка. Что? Это ты мне говоришь? Это я среди ночи с ней под куполом развлекаюсь? Да, Макс, я все видел своими глазами. Оставь Марту в покое, понял? Сделай мне одолжение. Я не понимаю, ну что значит был недостаточно тверд? Послушай, Лара, по итогам прогона я не вижу ни единой причины увольнять Марту. А я назову тебе их сразу 2. Это Влад и Макс. Не понял.
Глеб, ты же знаешь, что Влад придумал этот номер как борьбу двух мужчин за женщину. Так вот, для них это больше не игра. И там высоко под куполом они действительно бьются за эту девку. Они угробят, в конце концов, друг друга. И это будет на твоей совести. Опять. Не ошибись на этот раз. Марта, подожди. Ты как? Я нормально. Ты сильно не переживай. Я когда номер сдавала, Глеб мне такое устроил. Узнала много новых слов, и ничего, обошлось. Без кислорода? Да. Марта, послушай, я тут подумала, может, мы уже начнем тренироваться? Мне очень надо, правда. А через полчаса у меня будет время на малом манеже. Ну, хорошо, Варя. Тогда там и встретимся. Спасибо. Давай. Здравствуйте. Что будем пить? Что-нибудь, чтобы расслабиться. О, я думал, ты домой поехала. Собиралась. Но Варя пришла, и я обещала ей помочь. Ну да. Я слышал. Откуда слышал? А, ясно, вы же с ней, как это… Ничего мне не это. Ну, в смысле, друзья. Ну да. А где Влад? Я не знаю. Мне в последнее время что-то не нравится. Странный какой-то. У вас с ним случайно ничего не это? У нас с ним случайно ничего не это. Ладно, Макс, не бежать надо. Привет. О, девчонки, а что вы после экзамена делаете? Я начинаю готовиться к следующему. Да ладно тебе. Ну, день после экзамена – время священное. Грешно его проводить за учебой. Слушай, ну, Аля у нас особенная, и мужчины не интересуют. Да почему же? А еще как интересует. У нее вчера было свидание. Слушай, ну какие секреты? Мы ж подруги, давай рассказывай. Ну, мы с ним были в церкви. Да ну вас, девчонки. Мы с ним были в церкви ночью. Ага, типа романтик? Да. А потом он меня подвез домой и обещал сегодня позвонить. И не позвонил. Слушай, ну ты ему напиши СМС. Да. Что-то совсем простое, например, как дела? Да ну, бред какой-то. Алло, привет, отличница. Я и сам думал тебя набрать, но боялся помешать твоему экзамену. Еще не начался? А когда закончится? Ну, я просто думал пригласить тебя в ресторан. Да? Отлично, тогда я за тобой заеду. Хорошо, буду ждать. Пока. Ну, я же говорила. Видишь, доверяй профессионалам.
Пробуй. Фух. Так. Держи ровнее ногу. Прости. Я понимаю. Так. Нет. Ну, еще крепче. Так ты сорвешься и сломаешь себе чего-нибудь. Ну, стану ассистенткой фокусника. Ладно, пойдем растянемся еще. А что? Лариса так и сделала. Марта, а ты что, Ларисе где-то на хвост наступила? Да вроде нет. А с чего? Ты что думаешь, что это она? Так это коню понятно. Она же Глебом вертит как хочет. Не сомневайся, ее рук дело. Теперь думай, зачем ей это надо? Не знаю. Катя, она что, его любовница? Да в том-то и дело, что нет. Там какая-то другая страшная тайна. Она же воздушницей была. Ты что, не знала? Я помню ее в детстве, но не вникала, кто она. Родители с ней не особо дружили. Так с ней особо никто не дружит. Кстати, о твоих родителях. Лариса единственная, кто у нас в цирке шьет себе костюм сама. Ну или заказывает у кого-то. Но не у твоей мамы. А они что, в ссоре? Из-за чего? Никто не знает. Но факт остается фактом. Может быть, поэтому она тебя так кидается? Погоди. Ты сказала, она воздушница была. Там такая драма. Они ехали в машине. Глеб, жена и Лариса. Попали в страшную аварию. Жена Глеба погибла. А Лариса сильно покалечилась и не смогла вернуться под купол. Тогда Глеб поставил ее в цирке ассистенткой фокусника. Да, вот такая вот история. Давай дальше. Да, давай. Влад, Да, мам, я сейчас. ты где был так долго? У тебя все в порядке? Да, мам, все в порядке. Я просто с Максом задержался. А, с Максом, ну ладно, руки мой и ужинать. Не, мам, я сегодня поужинаю в ресторане. У меня свидание. Свидание? И с кем же? Можешь не переживать, с твоей любимой Аллочкой. Ты что, пил, что ли? Не, мам, ты что, я же не пью. Все, прости, меня такси ждет. Спасибо тебе, Марта. Я же говорила, тут недалеко, я бы сама дошла. Ты только кучу времени на меня потратила. Да я говорила, что мне по дороге. И я время не потратила, наоборот, приобрела ценный опыт. Спасибо тебе, Варя. А мне за что? Ну, знаешь, у меня давно не было подруги. Можно сказать, даже вообще не было никогда. А как же в твоем спорте? Единая команда, сборная, бла-бла-бла. В спорте каждый сам за себя. Я, наоборот, всегда завидовала цирковым. Я думала, что вы одна семья. Так и есть. Еще одну вспомнил. Знаменитый цирк Фетисова приезжает в Штутгарт на гастроли. И на одной из репетиций медведица на мотоцикле выезжает с арены. А цирк там, считаю, находится, в центре города. Ну и что? Ну что, ей удалось проехать 3 перекрестка, и на каждой регулировщике давали ей зеленый цвет. Спасибо. Спасибо. И только на 4-м Фетисову на своей машине удалось ее догнать и остановить. Обалдеть. Ну а дальше? Штраф паяли. Медведица. Медведица за что? Она правил не нарушала. Меня родители хотят отправить в Европу. Ну, после учебы на стажировку. Круто. Я тоже собираюсь в Европу, чтобы ее покорить. За то, чтобы мечты сбывались. Лариса, вам очень повезло. Я уговорил Хельгу. Хельга, я вас поздравляю, Карл. Но при чем тут мы? Хельга, партнерша вашего сына, согласна приехать, но ей
надо платить гонорар. Ну, понятное дело. У нас в цирке все получают гонорар. О, нет. Твой салат, он в холодильнике на верхней полке. Мам, я сегодня очень много энергии потратила на репетиции. Отдай котлеты. Не отдам. Вот не надо было сбрасывать мамины звонки. Я помогала Варе делать новый трюк. Это ты зря. Ты в цирке без году неделя, а уже кого-то учишь? Мама, подруги. Ладно, на твои котлеты. Хотя лучше бы ты рыбу ела для мозгов. Угу. Папе на утро хотя бы пару штук оставь. Хорошо. Сколько? Лариса, это стандартный гонорар в Германии. Она у вас кто, прима, звезда? Нет. А сколько ей лет? 19. Но она очень-очень хорошая. Карл, простите, пожалуйста, но девочке 19 лет. Мы не должны ей платить такой гонорар. Нет, Лариса, вы не понимаете. Девушка у нас имеет гонорар 2 раза больше. Но она вообще не хочет приехать. Здесь у ней фраер, жених. Но я показал ей номер, ей очень интересно. Если вам интересно, надо найти гонорар. Окей, понятно. Фу. Миледи, благодарю вас за этот прекрасный вечер. Ну что вы, сударь, это я должна вас благодарить. Вы оказали мне честь. Сударыня, я готов ее оказывать до конца моих грешных дней. Прошу. Мужик, тут недалеко, подкинешь? Спасибо. Спасибо тебе, мужик. Сейчас. О, да, мам. Влад, ну где тебя носит? Мам, у меня все хорошо, я не могу сейчас говорить. Ой, сыночек, извини, пожалуйста. Хорошо, пока. Соседка, привет. А ты что здесь делаешь? Да вот, вижу, ты свою ласточку из ремонта забрал. Может, до работы подвезешь? Да, конечно, подвезу. Прошу.
Ой, какой галантный кавалер. Давай. Спасибо. Поехали. Владик, ты дома? Алло, да, мам. Прости, я сегодня ночевал у друзей. У друзей? Да, мам, слушай, я потом все объясню, ладно? А у тебя что, выходной сегодня? Да, мам, я скоро буду дома. Хорошо. Приедешь домой, обязательно покушай. Угу, хорошо, мам. У друзей, конечно. Дядя Глеб, ну нельзя же так пугать. Слабонервным артистам в цирке не место. Упрямая выросла. В папу Мишу пошла. Ну а что, упрямство в цирке – это недостаток? Ну, как правило, нет. Но для директора это вечный источник головной боли. Дядя Глеб, скажите сразу, я совсем безнадежна? Без шансов? Нет, я так не думаю. Тогда можно я продолжу? Погоди, Марта. Ты это с парнями будь построже. Не позволяй им лишнего. Понимаешь? Странно. Папа то же самое говорит. А что я им такого позволяю? Ну, знаешь, между вами что-то происходит. И не только я это заметил. Ничего не происходит. Правда, дядя Глеб, мы просто напарники и больше ничего. Правда? Ну, хорошо. Молодец. Работай. О, Макс, ты здесь? А я думала, вас сегодня не будет. А ты что здесь делаешь? Раз думала, что нас не будет. А я Варе пришла помочь. Ну, а на малом манеже окно образовалось, вот я потренировалась. С Глебом, кстати, говорила. И что он сказал? Ну, он сегодня был какой-то странный, но я так поняла, что мы можем начать репетировать. Значит, завтра треним? Ну да, работаем над взаимодействием. Круто. Ну, тогда Влад попозже наберу, а то он с утра чуть не в духе был. Я сама могу ему набрать. Ну, расскажу последние новости, так что все будет окей. Хорошо. Марта, а ты до скольки сегодня? Ну, у Вари есть 2 часа, так что в 3 буду свободна, а что? Ну, может, мы с тобой сходим куда-нибудь? Поедим что-нибудь? Макс, прости, не могу. У меня сегодня планы. Так что давай до завтра. Пока. Пока. Я не понимаю, Глеб, что эта девица до сих пор делает в цирке? Лара, я не могу ее уволить. Пацанов контракт. Мне нужен их номер. А Марта на данный момент единственная кандидатка в напарницы. Не единственная. У меня есть вариант, который устроит всех. Вариант? Да, чудесная девочка. Из Германии. Зовут Хельга. С опытом и, между прочим, восходящая звезда в Германии.
Где же ты отыскал такую восходящую звезду, которая согласна приехать в наш цирк? Суриков нашел. Короче, на время работы девочке нужно обеспечить приличные условия, сам понимаешь. Ну, конечно, понимаю. Мой ответ нет. Как это нет? Да я просто знаю, сколько в понимании Карла значит приличные условия. Это 20 тысяч евро в месяц, не меньше. 30. У меня нет такого бюджета. То есть ты говоришь нет? Лара, даже ты не сможешь заставить меня делать то, чего я просто физически не могу сделать. Максимум, что я могу предложить, это стандартный гонорар нашего цирка. И если я не найду, ты уберешь номер Влада из программы, да? Нет, даже не надейся. Лара, но ты думаешь, я не понимаю, к чему ты клонишь? Ты рассчитываешь, что ты выживешь Марту, и я отпущу их на гастроли в Берлин? Так вот нет. У нас контракт, и до его истечения никуда твой Влад от меня не уедет. Не будет напарницы, будут работать вдвоем. Я поставлю их в программу первыми после антракта. Пока еще зрители рассаживаются в зале, пока шуршат пакетами с едой. Ну и, разумеется, уберу их имена из афиши. Может, Марта не так уж плоха? Понятно. Да, Марта, привет. Влад, привет. Ты в порядке? Ну, я бы так не сказал. В смысле, я хотела спросить, у нас все в порядке? У нас? Ну да, у тебя, у меня, у Макса. Просто завтра должна быть репетиция, и я звоню спросить, ты же завтра будешь? Подожди, ты зовешь меня на репетицию? Ну да, я же переживаю за наш номер. А ты разве нет? Просто работа, ничего личного. Марта, можешь не беспокоиться, я буду. Глеб Аркадьевич, добавьте мне больше репетиционного времени. Авария, я, по-моему, тебе уже добавил. Мне нужно больше. Я учу новый трюк, и мне надо время, чтобы его отрабатывать. Трюк какой? Мне Марта показала. Марта? Кто? Марта тебе показала трюк? Да. Ну, какой-то цирк. Варя, никакой самодеятельности. Не надо трюка, Варя! Иди! Ой. Привет. Что, тяжелая ночка была? Привет. Да я проводил Аллу до дома, а потом встретил старых друзей из училища. Ну, ты их не знаешь. Они меня в клуб потащили. В общем, та еще ночка была. Ладно, достаточно. Вообще-то маме мог бы рассказать все как есть. Мам. Ну, не хочешь, не надо. Ладно, пойду позвоню. Игорю Антоновичу, надеюсь на хорошие новости. А к нам папашу из министерства? Да. Зачем? Ну, вам же нужна новая партнерша. Мам, насколько мне известно, Марту еще не выгнали. Послушай, это дело времени. И я уже нашла ей замену. Ну, пока об этом никому говорить не нужно, мы еще работаем над условиями договора. Но помощь Минкульта нам не помешает. Мама, мне не нужна другая партнерша. Мне нужна Марта. Да? Я думала, тебе Аллочка нужна. Кстати, когда свадьба? Мам, мне кажется, ты уже окончательно сошла с ума.
Ну вот, видишь, уже получается. Варь, ты молодец. Так может попробуем на высоте, на кольце? Нет, ни в коем случае. Ну, ты же видишь, что мне получается. Варя, получается, это еще не получилось. Нам тренера говорили, если 100 раз подряд получается, то считай, получилось. Прости, я забыла выключить. Отвечай. Да, привет, Влад. Слушай, я считаю, нам с тобой перед завтрашней репетицией нужно бы встретиться и обсудить наш прогон. Ты сейчас занята? Сейчас я с Варей репетирую. Через 40 минут буду свободна, тогда можно. А ты сегодня на машине? Да. Марта, смотри! Помогите! Доктор, как Варя? Она без сознания. Мы ее стабилизировали, но делать какие-то прогнозы еще рано. Она жить будет. А вы кто? Родственники? Нет, Варя, она сирота. Я ее друг. Ближе меня у нее никого нет. Значит, оставьте на посту номер. Вам сообщат, когда она придет в себя. А пока идите домой. В больнице вам делать нечего. Макс. Ты понимаешь, что ты натворила? Правильно тогда Лариса сказал, что ты дверью ошиблась. Из-за твоей самонадеянности. Макс. Да, ты прав. Ну все, выпрыгивайте. Так все будет хорошо, поняла? Хорошо, мам, выпрыгивайте, а то я с пробками с этими опоздаю сейчас. А я говорил, что опоздаешь. Сама вызвалась подвезти. Ну, что ты ворчишь? Ты обязательно пройдешь отбор и поедешь в Рим. Хорошо. Блин, чё? Ну что ты возишься? Убирай свое ведро. Я не могу, она не заводится. Не заводится. Странно, что она вообще ездит. Послушайте, если сейчас опоздаю, я не знаю, что я с вами сделаю. Ладно, я сейчас подтолкну. Ну, ласточка, давай. Она легкая, сейчас. Ласточка, блин.
Здорово. Здорово, Макс. Работаем сегодня на малом манеже. В смысле? Это почему? Принцесса звонила. Как я понял, она сегодня работать не сможет, а без нее номер прогнать у нас не получится. В смысле не сможет? Что за цирк? Это ее работа. Макс, я не в курсе. Сказала, приедет и все сама расскажет. Привет. О, мальчики, какие вы красивые, когда раздетые. А ты почему до сих пор такая одетая? У меня для вас плохая новость. Ну? Ну, точнее, она, в общем-то, неплохая. Просто плохая для вас. Принцесса, не тяни, что за новость? Ну, в общем, я беременна. Срок 6 недель. Обалдеть. Ну, а как же наш номер? Ты понимаешь, что мы не успеем найти замену? Да что там ее искать? Мальчики, вам что меня, что бревно держать. Оля, мы полгода репетировали. Ну кого мы сможем вести к сезону? Сначала у тебя лента, потом обруч. Мы оба знаем, что красиво прогнуться ты умеешь, а в прыжках слабовато. Заканчивать будешь булавами. До скакалки, я думаю, не дойдет. И без глупостей. Катай простую программу. У тебя все получится. Все равно Свешникова лучше. И комиссия это сразу увидит. Герман, меня же не отберут в сборную, да? Комиссия отберет ту, на которую покажет тренер сборной. А мы с Палычем друзья детства. Так что не дрейфь. Все, вперед. Почему опоздал? Я не понял. Марта, что происходит? Как это понимать? Это вы расскажите, как это все понимать? Это просто формальность? А на чемпионат поедет Свербилова? Послушай, Марта. Не надо, я все знаю. Откуда вас не касается? Герман Алексеевич, вы же говорили, что в большой спорт можно прийти только через огромный труд. А получается, есть покороче дорожка? Через постель? Я хотела сказать вам, что я ухожу. Ходишь? Кому? К Артюхину? Или к Елизаровой? С катертью дорожка. Послушай, девочка, ты, наверное, не понимаешь, как у нас здесь все происходит. Один мой звонок, и они тебя видеть не захотят. Да меня тошнит от того, как все это здесь у вас происходит. До свидания. Дура. Хотя... Мам, я решила, я ухожу из спорта. Ну, Марта, ты даешь. А что, соревнования уже закончились? Чего ты так быстро вернулась? Как уходишь? Извини, пожалуйста, я не поняла, в каком смысле? В прямом смысле. Все, с меня хватит. А, ты с Германом подцапалась опять, да? Марта, с твоим характером нужно только львов дрессировать. Насчет львов, мам, хорошая идея. Но в нашем цирке их нет. А вот воздушные гимнасты пока, слава богу, есть. Я хочу работать в цирке. В каком еще цирке? В нашем.
В нашем цирке, как всегда, мечтала. Вы на этот раз меня не отговорите. Марта, подожди, я как-то ничего не понимаю. А как карьера твоя как? Ты же столько сил вложила, ну столько времени. Ты очень многого добилась. Мам, чего я добилась? Ну чего? Золото на детском турнире, 2 золота на международке. Я в 15 лет стала мастером спорта. И что, меня взяли в сборную? Нет, мам, меня не взяли в сборную. Я теперь понимаю, почему. Почему? Все, ладно. Я не хочу об этом говорить. Со спортом точка. Знаешь что, мне кажется, тебе надо посоветоваться с папой. Хорошо. Посоветуюсь. А он у себя? Да. Я ждать ваш номер в нашей новой программе. Значит, все, как мы и договорились. Да, договор. Я вам вечером почту наш официальный договор. Там все цифры, как мы договорились. Спасибо, Карл. Спасибо большое. Я свяжусь с вами, как только ознакомлюсь с договором. Да, Лариса, я буду ждать. Пока. Что случилось, Владик? Мам, сколько раз я просил тебя не называть меня Владиком? И да, случилось. Оля уходит из номера, она беременна. Что? Этого еще не хватало. Она что, совсем дура? Мама, она не дура, она женщина. Фух, и что теперь делать? Искать новую напарницу. И что, как кролика из шляпы вынуть? Я понимаю, что ты у нас звезда восходящая, это бесспорно. Но об этом пока мало кто знает. И найти профессиональную акробатку в номер к начинающим воздушникам не так просто, как ты понимаешь. Ну, Олю же ты где-то нашла? Где нашла, там уже нет. Ладно, что делать? Будем искать. Ну что ты застыл? Иди. Лариса, вы так быстро читаете договор? Карл, у нас небольшие неприятности. Мы потеряли напарницу. Ну, хорошо. Бог с ним, что ты решила бросить дело всей своей жизни. Но цирк! Ты же с детства высоты боишься. Ты когда со мной в цирк ходила, ты вверх на воздушников смотреть боялась. А теперь ты хочешь подняться под купол? Марта, ты с ума сошла. Пап, в цирке можно работать и на земле. Вот, например, летающих лошадей я еще ни разу не видела в программе. Скоро и обычных не увидишь. Цирк без животных и все такое. Ну, ты, наверное, слышал. А папка твой пойдет на пенсию? Или, если повезет, отправит на легкие работы. Манеж подметать. Ну, не надо, пап. Дядя Глеб тебя на пенсию не отправит. Если ты сам не захочешь, конечно. Но это не факт. А ты его попроси. Вдруг мне местечко найдется, а? И не подумай. Каждый должен заниматься своим делом. А твое дело спорт. Глеб Аркадьевич, конечно, человек хороший, но дело свое добро знает. Не возьмет на тебя. Ну, это мы еще посмотрим. Конечно, Игорь Антонович, ну когда я тебя подводил? Сказано, к первому сделаем первого. Главное, что программа одобрена. Не переживай, родное министерство не подведем. Одну минуточку. За лошадок тебе, Игорь Антонович, отдельные мерси. Ну, ты же понимаешь, нельзя так взять и всю программу сразу обновить. Так мы к этому идем. Да, ну давай. До скорого. Варвара. Ваш номер сырой. В таком виде он для нашей программы не годится. Глеб Аркадьевич, я жонглирую 6 кольцами. Скучно, Варя, скучно.
ищите фишку, изюминку. Вот сделайте мне так, чтобы зал ахнул и затих. Ясно? Ясно. Здравствуйте, дядя Глеб. Здрасте. Марта. Мартышка, ты ли? Можно? Я? Ну, проходи, садись. Ну, рассказывай, как ты, что ты, боже, какая. Покоряешь вершины большого спорта? Ну, с вершины я сорвалась, так что теперь моя надежда только на вас. Не понял. Что стряслось? Я ушла из гимнастики. Но вы же знаете, что я всю жизнь мечтала о цирке. Так. А родители знают? Да, и они против. Но вы же всегда говорили, что мое место здесь. Мартышка. Ой, да никакая ты не мартышка, ты уже взрослая барышня. Видишь ли, у нас тут люди, которые в цирке с самого детства. Детская секция, потом училище, потом у тебя нет своей программы. Ну как же ты к нам без программы? Ясно. Не хотите мне помочь? Да нет, я как раз хочу, я просто не знаю как. Дядя Глеб, пожалуйста, дайте мне шанс. Но вы же не знаете, чего я умею. Давайте я вам покажу. Ну да, так, ну, не здесь. У тебя есть во что переодеться? Да. Так, малый манеж у нас сейчас занят. Давай так, переодевайся и дуй на большой. Разминайся. А я позже спущусь, гляну. Идет? Идет. Спасибо. Да не за что, не за что. Влад, я тут подумал, может, нам номер на двоих развести? Макс, в этом же вся фишка. Два мужика борются за одну женщину. Если мы это убираем, то получается просто набор акробатических элементов, и все. Никакой драматургии. Да это я понимаю. Просто решение ищу. Пока не нахожу. А что она сказала? Какой у нее срок? Может, она родит и вернется? Макс, у нас не кошка. Старик, ну ты не кисни. Я тут поговорил, в общем, будет нам новая партнерша. Да ладно, с кем ты поговорил? С мамой. С мамой? Это твоя мама. Что ты везде свою маму приплетаешь? Слушай, ты мою маму не знаешь. Я бы ее не приплел, она бы сама приплелась. А потом бы нам скандал устроила, что ее вовремя не поставили в известность. Макс, можно тебя на минутку? Да, сейчас, Варь. Девочки, ты кто, новая артистка? Я не артистка, а художественная гимнастка. А Глеб Аркадьевич обещал посмотреть, я вот пока разминаюсь. Ну, хорошо, хорошо. Не буду мешать. Готовься. Алло, Зеночка. Слушай, кажется, у нас есть вариант. Да ладно, уже? Да, на основном манеже готовится к просмотру. И, судя по всему, очень перспективная. Та самая лучшая мама на свете. Ты, мама, люблю тебя. Ладно, только ты сам должен на нее посмотреть, потом расскажешь. А я побежала. Да, мам, спасибо. Уже лечу. Целую, пока.
Держи, вари. Вот. Бери булочки, мне как бы нельзя. Спасибо, Варь. Ты меня прямо от голодной смерти спасаешь. Я же ласточку свою на СТО отогнал. Теперь до зарплаты я пешеход. Причем очень бедный пешеход. Да. А у меня холодильник вчера сдох. Теперь надо новый покупать. Это поэтому, что ли, ты такая смурная целый день? Да нет, не поэтому. Глеб мой номер зарубил. Говорит, скучно. Ищите изюминку. Выдает. 3 года показываешь этот номер, а только сейчас ему скучно стало. Думаешь, я не знаю, что этот номер устарел? Но где искать эту изюминку, я, убей меня, не знаю. Ну, Варь, ну смотри, ну все же очень просто. Например, я жонглирую булочками. Смотри. Ну, допустим, жонглирую хорошо. Допустим. Вот. А теперь представь, что я жонглирую этими булочками вниз головой под куполом цирка. Макс, Чего? ты физику в школе учил? Ну, учил. В интернете, а что? Если жонглировать головой вниз, то все твои булочки попадают. Дурень ты детдомовский. Ты до скольки сегодня репетируешь? Я придумаю, все разрулим. Правда? Ну, конечно. Спасибо. Ну, не за что. Мартышка, ты что ли? Если будешь звать меня мартышкой, буду называть тебя Владиком. Привет. Привет. Ну что, не ожидал? Да я в шоке просто. Вау. Ничего, ничего, она девочка у меня крепкая, талантливая, сильная. Потом в спорте у них же травм не меньше, чем у нас в цирке, правильно? Соня, ты же понимаешь, что я не об этом. Слушай, а если Глеб, ну, конечно, он мужчина сильный, он львов дрессировал. Вот пусть он обломает нашу Марту. Вот пусть ей так и скажет, что, знаете, вы нам здесь совсем не нужны. Соня! Ну что? Соня, ты же понимаешь, что рано или поздно здесь и кто-то расскажет правду. Значит, у меня будет свой номер? Ну, вообще-то это мой номер. Я его придумал. И мама даже оформила авторские права в специальном агентстве. Так что на правах автора я предлагаю тебе попробовать. Класс. А как же твой партнер? Напарник. Прости. А его не нужно спрашивать? Да, об этом уж вообще не париться. Макс отличный парень. Я думаю, он согласится без проблем. Согласиться на что? Вы? В общем, я... Ну, вы успели, куда хотели? Нет. Ну, это даже очень хорошо. А вы знакомы? Очень близко. Я сегодня его чуть не поцеловала. Ну, бампером в крыло. Отлично, значит, вас не надо знакомить. Я Макс. Марта. Это полная ерунда. Поклон – самое интересное, что есть в этом номере. Мар, это единственное, что ты делаешь в этом номере. А ты что, хотел, чтобы я стриптиз танцевала? Люди и так будут смотреть только на меня. А тебя с твоими фокусами. Закидай гнилыми помидорами. В цирк не пускают гнилыми помидорами. Ладно, давай поклон. Господи, боже мой, давай. И... Раз. Два. И три. И четыре.
Нет, это все. Так больше продолжаться не может. Лара, что ты хочешь, чтобы я сделал? Я не знаю. Тебе нужен свежий современный номер. Придумай что-нибудь. Укради. Убей кого-нибудь, но сделай хоть что-нибудь. Макс, ты видишь то, что я вижу? Наша принцесса даже под пытками так не прогнется. Влад, я не знаю насчет пыток, но мне кажется, что этого недостаточно. Да ладно, время есть, поднатаскаем. Ну ты посмотри, какая пластика. А что здесь происходит? Глеб Аркадьевич, мне кажется, мы нашли замену Оле. Да? А ну и что скажете? Глеб Аркадьевич, во. А мне... Да нравится, мне нравится. Ладно, красавица, пока репетируйте. Через 2 недели посмотрим, что получится. Задача ясна? Спасибо, дядя Глеб Аркадьевич. Так, репетируйте. Потом зайдешь ко мне. А он что, всегда так свистит? А то. Этот свист в церкви все знают. Называется свист Смутьянова. Старая привычка. Ты же помнишь, дядя Глеб Аркадьевич раньше дрессировщиком был. Так вот, решил, и на людях сработает. И работает? Еще как. Классная девчонка. Скажи. Да у тебя все классные. Оля классная была. Лера. Лера, помнишь? Тоже классная девчонка, да? Вижу, помнишь. Макс, ну не я, это честное слово. Ну, с Лерой, да, что было, то было. Ну, Оля тут при чем? Да ладно, ты расслабься. Я Павлика ее знаю. Она знакомила нас, виделись пару раз. Но к Лене так не подбивала, не отрицай. Макс, все, прекращай. Ладно. Если будешь клеить Марту, опытный хирург поможет плохому танцору. А я воздушник, так что у меня иммунитет. А ты что, запал на нее, что ли? Да иди ты. Я, в отличие от тебя, делом занят. Ну-ну. Мам, я дома. Привет. Так. Спасибо, мам. Ты что, опять в кафешке ужинал? Нет. Голодный, как волк. А спасибо за что? Ну как, за что? За Марту. Мама, она просто бомба. Иди руки мой. А, да, прости. Так ее Марта зовут? Мама, ну ты серьезно? Ну, Марта. Мартышка. Свешниковая дочка. Слушай, это сколько мы с ней не виделись. Ушла Марта в свой спорт и потерялась. Мам, а помнишь, как мы с ней в детстве на манеже бесились? Помню. Очень хорошо помню. Мам, ты видела, что Марта вытворяет? Пока что я видела обычный шпагат в крутке. Такую может сделать любая гимнастка. И? Я только второй день занимаюсь. У меня все получится. Девочка, это цирк, а не гимнастический зал. Ты ошиблась дверью. Мам.
Что такое? Я ее хорошо знаю. И то, что ты ребенком кувыркался с ней на манеже, еще не повод тянуть ее в цирк спустя 10 лет. Я не хочу, чтобы твоя карьера рухнула из-за того, что ты ухватился за юбку какой-то гимнастки. Мам, нам нужна партнерша, у нее здорово получается. Я сама найду вам партнершу. Марта, ты подожди ты. Лара, что происходит? А что происходит? Лара, вот только не надо. Ты не знаешь, что происходит в цирке. Такого не бывает. Вообще-то это не твое дело. Но если ты так хочешь, просто я указала девочке на ее место. Ну ты чего? Почему он так? Что я ей сделала? Я понятия не имею. Да не бери ты в голову, Лариса всегда такая. И даже Глеб боится. Дядя Глеб никого не боится, он укротитель тигров. Я не понимаю, почему Влад промолчал? Потому что Влад не укротитель тигров. Не переживай, у тебя все получится. А что не получится, я тебе помогу. И Влад поможет. Пойдем, у нас еще 50 минут манежа. Идем. Не могу. Yes. Все, на сегодня закончили. Марта, что-то не так? Пока отрабатывали элементы, все же было в порядке. Может, ты высоты боишься? Ну, Влад, не говори ерунды. Просто раньше я всегда работала одна, понимаешь? Не понимаю. Твоя задача закрепить корпус и отпустить ногу. Наша задача тебя удержать. В чем проблема? Я тебе сейчас покажу. Макс, подожди минутку, ладно? Марта, познакомься, это Варя. Варя, это Марта. Привет. Привет. Ну, видел? Ну, видела, что это было. Ну, вот суть проблемы. Кольцо, оно где висело, там и висит. Оно не шагнет в сторону, не отпустит руки. Понимаете? Ребят, ну поймите, тут не на что обижаться. Нет, подожди, ты сказала, что не можешь нам доверять. Ты слышал, Макс? Она же так сказала. Вроде того. Ну, вы, кажется, не понимаете. Я верю, что вы классные, хорошие партнеры, но мое тело с этим согласиться не может. Надо же, какое у тебя несговорчивое тело. Марта, тебя проводить? Макс, что, забыл? Тебя эта авария на манеже заждалась уже. Хорошо? Никакая она не моя. Лариса, я нашел вам акробатку вместо беременной девочку. Но это не маленькая проблема. Надо вам приехать теперь. Вам надо быть готовы к началу гастролей, а девушку надо подготовить. Нет, Карл, мы не можем приехать прямо сейчас. У нас же контракт с нашим цирком. Мы можем только летом, как договаривались, раньше не получится. Слушайте, а может быть, ваша девочка может к нам приехать? Поработает здесь, в нашем цирке, с мальчиками. Всего на пару месяцев. Зато, когда она вернется в Германию, она будет полностью готова. Полностью готова? Вы хотите сказать, она тоже беременная? Карл. Но это не будет просто устроить. Это будет точно непросто. Да, я понимаю. Я вам позвоню, ждите. Спасибо, Карл. Ну все, пока. Слушай, Марта, а может посидим? Если тебе не холодно. После такой тренировки от меня прикуривать можно. Пойдем.
Жалко только, что все впустую. Ничего не получается. Влад, я правда боюсь. Я трусиха. Да ладно, ты вон в детстве вообще ничего не боялась. Помнишь, как ты пошла тигров гладить, а у Глеба чуть инфаркт не случился? Ну, это в детстве. Сейчас в цирке тигров нет, а Глеб Аркадьевич – отважный укротитель диких подчиненных и хищников из министерства. В детстве все просто было. Прав, не прав, свои, чужие, белое, черное. Слушай, Марта, ты так повзрослела. Какая красивая стала. Что, раньше не была красивой? Мне кажется, ты всегда была красивой. Ты меня в 13 лет не видел. Я была просто чудовищем. Зато я вижу тебя сейчас. Влад, извини, мне пора. Все равно мне кажется, что все это, ну, как-то просто. Макс, мне нужен эффектный финал. Все ясно, Варя. Ты про трюк Марты на кольце. Варь, Марта гимнастикой с пеленок занимается. Она была чемпионкой, когда ты еще 3 яблок в воздухе удержать не могла. Забудь. Ты так про нее говоришь? Она тебе нравится? Ну, у нее еще не все получается, но она сильная. Макс, я тебя спрашиваю, она тебе нравится? Да я как-то не думал об этом еще. Мам, а ты мне как-то не рассказывала про свои амбиции стать фокусником. Не поняла? Ну, ходишь уже, сама людей пилишь. Это что было сегодня с Мартой такое? Влад, эта девушка вам не подходит. Правда? И почему же? Ну, как тебе объяснить? Ну, она чужая, она не наша. То есть раньше она была наша, цирковая, а потом ушла в спорт и резко стала не наша? Мам, прекрати, ты прекрасно видела, у нее все отлично получается. Да, я прекрасно видела. Я очень хорошо видела, как она положила на тебя глаз. Вот это я видела отлично. Да ничего она мне не положила. Ну, то есть, короче, мама, она очень ясно дала понять, что ее абсолютно не привлекают. Конечно. Все они сначала недотроги, такие королевишные. А потом раз, и очнуться не успеешь. А ты всех по себе судишь, да, мам? Что ты себе позволяешь? Слушай, прости. Просто давай ты не будешь вмешиваться в мою личную жизнь. Я в твою не вмешиваюсь. Я не обсуждаю, что вас с Глебом связывает, почему он перед тобой на цыпочках бегает. Прекрати, пожалуйста. Глеб – наш старый товарищ. Отлично. А Марта мой старый товарищ. Если я захочу спросить твоего совета, что мне делать с моим товарищем, мам, я приду и спрошу, хорошо? Давай ты еще женись на дочке конюха. Чего ж ты? А, вот оно что. Дочка конюха. Вот почему она не наша, мам. А знаешь что, мам? Я ведь тоже не графских кровей. Алло, Лёсенька, привет. Ларочка, сколько лет, сколько зим. Как ваши дела? Ой, все очень хорошо. Влад выступает со своим номером. Ну, знаешь что, мы ищем ему новую партнершу. И я хотела с тобой посоветоваться. Ты не могла бы у Игоря спросить, может, у него есть кто-то на примете? Ну, он же курирует, но молодые таланты. Ну да, я спрошу. Ой, спроси, пожалуйста. Слушай, а лучше знаешь что? Приезжайте к нам на ужин. Посидим по-семейному. Дотя, мама Владика приглашает нас в гости. А когда? С большим удовольствием. А когда? Да, хоть завтра вечером. И Аллочка пусть приходит. У тебя когда завтра экзамен? Неважно, идем. Хорошо, завтра так завтра.
Здорово. Я очень рада буду вас видеть. И Владик тоже. Особенно Аллочку. Ну, пока. Привет. Привет. А ты чего? Ждешь кого-то? Да, тебя. Есть разговор. Ну, пойдем. Слушай, тут такое дело. Ты должна меня научить. Я тебя? Да. Ничего себе. Это кто кого учить должен? Ты столько лет в цирке работаешь и такие чудеса показываешь. А у меня номер не получается. Да ты что, я видела тебя на кольце. Научи меня точно так же. Ну, если завтра меня не выгонят, Глебу завтра номер показываем. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, я попробую. Ты меня очень выручишь. Молодец ты, работа. Молодец, мой хороший. Вот ты где. А где же мне еще быть? Вот показалась пират сегодня Прихрамова. Но вроде показалось, слава богу. А я ждал, что ты придешь. Неужели? Лара, я тебя давно знаю. Ты что-то задумала, это и коню понятно. Говори. Значит так. Марта должна уйти из нашего цирка. Ей не место в одном номере с моим сыном. Или что? Лара, вот уж не думал, что столько лет можно таить злобу, а потом вот так вот выливать ее. И ладно на меня, но на дочь. Она-то тут при чем? Я тебя предупредила. Дальше поступай, как знаешь. Нет, Лара. Если я даже сделаю вид, что испугался твоих угроз, ее не переубедить. Такое воспитание. Все, хватит. Вниз. Марта, умничка. Правда, чувствуется еще некая неуверенность. Ты как-то нервно все делаешь. Что скажешь, Макс? Ну да. Пару раз мне чуть руку не оторвало. Прости, Макс, я не специально. Я надеюсь. Так, голубки. Это завтра показывать Глебу можно, но по правде нам еще работать и работать. Особенно тебе, Марта. Ладно, пойдем. Слушай, мне кажется, твое драгоценное тело нам по-прежнему не доверяет. Мам? Привет! Привет! Ларочка, ты прекрасно выглядишь. Это все твои фокусы. Заходите, здравствуйте, Игорь Антонович. Вечер. Ведущий, привет, раздевайся, пожалуйста. Аллочка, моя солнышко, как выросла. Добрый вечер. А Влад дома? Конечно, Владик. Вот, раздевайтесь, раздевайтесь. Привет, Влад. Здравствуйте, Людмила Михайловна. Да, привет. Здравствуйте, Игорь Антонович. Давайте, давайте, давайте. Аля? Привет, Влад. Вау, привет. Валь, ну куда? Ну ремни не выдержат. Ешь. Ремни крепкие. А тебе нужно много сил. Ой, В смысле? давай. Ну, у вас же прогон завтра. Алло? Привет, Макс.
Прости, что так поздно. А ты не мог бы сейчас в цирк приехать? Марта, с чего вдруг? Я понимаю, просьба странная, но ты говорил, что можешь помочь, и завтра прогон, я... Ну, во-первых, для прогона нам нужен еще и Влад. Да, я ему уже звонила, но он не берет трубку. Ты мог бы со мной порепетировать? Ну, лады. Заедешь за мной? Я ласточку в ремонт сдал. Конечно, Макс. Да, через 15 минут буду. Люсенька, да. Очень вкусно, Ларочка. А ты хотела что-то спросить у Игоря? Да. Игорь Антонович. Ради бога, Игорь. Игорь. Да, конечно. Игорь, сможете нам помочь? Ну, конечно, я попробую. Но твердо обещать не могу. Слушай, Аль, так это сколько мы с тобой не виделись? С выпускного, да? Это ж почти 5 лет. Ну, это ты со мной не виделся почти 5 лет. Это как? Ну, вот так. Только никому не говори, ладно? Это секрет. Хорошо, Аль, я никому не скажу. Я часто хожу в цирк, смотрю, как ты выступаешь. Каждый раз ору, как дура, когда вижу, что ты на своих ремнях вниз срываешься. Офигеть. Так ты, получается, моя поклонница. Ну да. А давай от них сбежим, а? Сбежим. Мгм. Куда? А ты когда-нибудь гуляла в цирке ночью?